Welcome to PUBG Mobile. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time! Cover me! Reloading! Killed! Dead! Nice shot! Cover me! Ебать. Clear! I got supplies. Reloading! No mercy! Cover me! Reloading! Бля. Потерял. Expired! Cover me! Reloading! Cover me! Target down! Reloading! Dead! Cover me!
Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Expired! Reloading! Cover me! Enemy down! Reloading! Clear! Cover me! Enemy down! Reloading! Killing spree for the blue team! Beli. Expired! Cover me! Reloading! Cover me! Target down! No mercy! Reloading! Cover me! Enemy down! Reloading! May ating gamit ako ito. Dead! Cover me! Reloading! The blue team is in the lead. Cover me! Reloading! Cover me! Clear! Reloading! The blue team leads with 30 seconds left. Enemy down! Cover me! Reloading! Killing spree for the blue team!
Алло, здорово. Здорово. Да, понятно. Добро. Да. Все, давайте, ребят, кто смотрел стрим. Всем до встречи. Если вы играли в многопользовательские игры, то знаете, что читеры — это большая проблема. Одни используют хаки игр на рынке. Она настолько популярна, что Алекс Зедра, которая озвучивала в игре оперативницу Мару, набрала более 475 тысяч подписчиков в Twitch. Иногда она помогает продвигать менее известных стримеров, приглашая на свой канал. Но однажды, когда она пригласила к себе стримершу Icy Vixen и наблюдала за ней, она заметила, что девушка играет слишком уж хорошо. Got a vehicle here. Can you get chef? He's a one right here. Down. Down. Вы видели? Как только она пришла на холм, она идеально поразила далекую цель, которую до этого не видела. А это подозрительно. Видимо, Vixen использовала wallhack или аимбота, или и то, и другое. Wallhack позволяет игроку видеть врагов через твердые объекты вроде стен или ландшафта, а аимбот улучшает прицел, благодаря чему попадать в других игроков намного легче. Оба хака строго запрещены в Call of Duty, но Icy Vixen это не смущало, и она демонстрировала идеальные выстрелы. Алекс это разозлило, разумеется, и она быстро выяснила, что Vixen была моделью, а ее партнер по стримам Bearded Banger тоже любил читерить в игре. Как правило, читеры стараются использовать хаки так, чтобы читерство не было очевидным. Но этот парень пытался убедить зрителей в том, что он правда мог выслеживать врагов с великолепной точностью. Это же смешно. И так думаю не только я. Не теряя времени, Алекс высказала все как есть в Твиттере. Twitch тут же остановил стримы обоих читеров, забанил их, а из-за огромной волны критики горе-геймеры удалили все аккаунты в соцсетях. Но драма еще не закончилась. Другие геймеры начали просматривать ранние стримы Vixen и изучать ее игру. Ее цель всегда была идеальной, даже когда ее руки не были на клавиатуре. Судя по всему, она читерила несколько лет, но этого не замечали. Учитывая, что теперь она вряд ли станет геймером, потому что ей не рады, я надеюсь, что модель из нее получше, чем игрок в Call of Duty. И Янг.
Так как большинство онлайн-игр и стриминговых сайтов строго запрещают читерство, стримеры, которые пользуются читами, должны быть осторожны, играя для зрителей. Иначе они могут выдать себя в прямом эфире, как продемонстрировал следующий идиот. В феврале 2021 года геймер Янг играл в Call of Duty Black Ops и стримил свою игру в Twitch. Вот только он играл слишком уж хорошо, и в чате его начали обвинять в читерстве. Он отрицал это и предложил открыть диспетчер задач, чтобы доказать, что у него нет никаких чит-программ, работающих на фоне. Но зря он это предложил. Когда Янг открыл диспетчер и продолжил играть, он не заметил, что стрим показывал два окна, собственно, саму игру и окно стрима. Второе окно, которое он транслировал, выглядело вполне нормально, но окно с игрой показало подозрительные значки с уровнем здоровья, видные через стены. И его бывшие фанаты и критики сразу же выложили видео в интернет, рассказывая всем об очередном читерстве. Опозоренный Янг поскорее удалил свои аккаунты в соцсетях, и его неминуемо забанили в Twitch. Когда тебя разоблачают, неприятно, но каково должно быть, когда ты разоблачаешь сам себя? Twisted Bear. Call of Duty очень конкурентная игра, и надо быть очень крутым или очень тупым, чтобы назвать себя лучшим игроком Modern Warfare в Twitch. Но именно это сделал стример Twisted Bear в 2020 году, и этот парень оказался именно тупым, а совсем не крутым. Будучи весьма талантливым игроком, он начал стрим как обычно, уничтожая противников со всех сторон. Однако в какой-то момент он забыл нажать кнопку, скрывающую из окна стрима хак, которым он явно пользовался. Если вы не играли в Modern Warfare, то я скажу, что эти желтые квадратики и экзоскелеты врагов, которые видны на карте, вообще не должны там быть. Это очевидный wallhack. Видео быстро разлетелось по популярным сайтам вроде Reddit, и многие люди пожаловались на стримера. А так как и Call of Duty, и Twitch не терпят читерства и наказывают за него, оба его аккаунта моментально забанили, и с тех пор он не показывался на платформах. Он считал себя топовым игроком, но совершил ужасно нубскую ошибку. Но вам ведь не нужен wallhack, чтобы найти кнопки «Нравится» и подписаться. И, наверное, вам не нужен аимбот, чтобы нажать на них. Докажите свою меткость. Так, кто следующий? Semper 0311. Когда геймеров ловят на читерстве, происходит одно из двух. Они приносят эмоциональные извинения или молча исчезают из игрового сообщества. Но есть третий способ справиться с разоблачением, как показал Semper 0311 в 2020 году. Этот малоизвестный стример играл в Destiny 2 в Twitch, и его смотрело меньше 20 человек. Но кто-то в чате написал, что его враги видны через стену и выделены красными квадратами. Semper прочитал комментарий и сильно удивился, а потом запоздало понял, что произошло. I had no ammo. Hold on, be quiet. The screen has the red squares around them. Oh my god. Поняв, что его поймали на использовании хаков, Semper притворился, что он ничего не знает про красные квадраты, и закончил стрим. Он быстро удалил видео, но его подписчики успели сохранить самые главные части и опубликовали их, чтобы это увидело все сообщество. Даже тогда он продолжал притворяться, что понятия не имеет про wallhack. В дальнейших стримах он и вовсе угрожал забанить зрителей, которые упоминали этот случай. No, it's not. No, it's not. And I didn't, dude. So again, if you want to get banned, you can keep saying that, and I'll ban you too. Но затем он сменил пластинку. But there was wall hacks on my computer yesterday on stream. Like, I'm not denying that. I just don't know how they got there. Что дальше? Он обвинит Клару в загрузке чита на свой компьютер? Если вы не поняли шутку, посмотрите первую часть этой серии. Несмотря на притворство, Semper был забанен. Видимо, ему была не судьба стать профессиональным игроком. Солиста. Многие компании потратили годы на разработку систем обнаружения и бана читеров, но